Татарстана открыты 72 елочных городка. В прошлом году их было на четверть меньше. Они стали самыми юными заслуженными артистками Татарстана, а все потому, что прославились на всю страну своими вокальными данными. Участницы музыкального шоу «Голос» Дина Гарипова и Эльмира Калимуллина сегодня дали первую после победы официальную пресс-конференцию. На ней рассказали всю правду о своих наставниках, поделились планами на будущее и спели дуэтом. Обо всем по порядку Эмилия Хаким. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Это их первое совместное выступление. До этого Дина Гарипова и Эльмира Калимуллина были соперницами по шоу. Но себя таковыми девушки никогда не считали. Хоть и не знали друг друга до проекта «Голос», но за 3 месяца успели подружиться. Обе представляли Татарстан, обе не задумывались о победе. Однако дошли до финала, где получили музыкальное золото и серебро. Но главное, завоевали зрительскую любовь. Подъезжаю к стенду и смотрю, там столпотворение такое, там стоит огромное количество людей, да, там с плакатами, с шарами. Я еще издалека не поняла, что происходит вообще. Я начала спрашивать, и все так немножко ухмылочку такую сделали. Ну, сейчас, мол, увидишь. Дина в тот день в итоге увидела добрую половину Зеленодольска. Так жители поздравляли победительницу проекта «Голос». На руках не носили, все больше обнимали и дарили цветы. Однако поклонников девушки теперь много не только в родном городе. Татарстанскую участницу полюбила вся страна. На популярном музыкальном шоу Дина Гарипова показала все возможности своего голоса. Исполняла песни Уитни Хьюстон, Адель, Эдит Пиаф, хотя в ее репертуаре есть и татарские произведения. Красоту же родной речи на проекте больше демонстрировала Эльмира Калимуллина. Выпускница Казанской консерватории пела на родном татарском как сольно, так и в дуэте с наставницей Пелагеей. Во-первых, она и сама очень любит различную народную культуру. И вот когда она предложила эту идею, мы собрались все вместе, начали выбирать. И что больше подошло по гармонии, моя одна из самых любимых песен татарских народных «Син сазан ну и надо». О своих наставниках обе финалистки отзывались с теплотой, хотя и признавались, что те и работать заставляли, да и в принципе были очень строги. Участвовали не только в подборе песен, даже образы утверждали сами. Правда, теперь со своими подопечными Александр Градский и Пелагея только дружат. За продвижение девушек на музыкальном Олимпе будут отвечать уже другие люди. Эмилия Хаким, Лилия Мендубаева, ТНВ, Казань.